Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. На Олимпиаде 2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Он отметил, что государство должно активнее защищать интересы спортсменов, в том числе при борьбе с допингом. Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы, сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действует против интересов России, указал глава государства. Также он подчеркнул, что все министерства и ведомства, которые связаны со спортом, должны тесно работать друг с другом. Брейкданс может стать олимпийским видом спорта. Международный олимпийский комитет одобрил предложение оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже внести в программу соревнований брейкданс, скалолазание, скейтбординг и серфинг. Об этом президент МОК Томас Бах сообщил в среду на пресс-конференции по итогам второго дня исполкома организации, который проходит в швейцарской Лозанне. Однако пока это не окончательное решение. Оно будет принято только в конце 2020 года. До тех пор все эти 4 вида спорта будут находиться под наблюдением. Брейкданс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в октябре. Первым в истории чемпионом в данной дисциплине стал россиянин Сергей Чернышов. Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Неделя осталась до чемпионата Якутии по хоккею. На турнире, который пройдет в городе Нерюнгри, соберутся сильнейшие команды республики. Чемпионат будет проходить в 2 лигах. В первой сыграют команды Якутска, Мирного и хозяйки турнира Нерюнгри. Во второй лиге за титул чемпиона Якутии поборются команды Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов. Напомню, что на протяжении 8 лет бессменным чемпионом республики становилась команда Якутска. В прошлом году она встретилась в финале со сборной Мирного. Чемпионом второй лиги стала сборная Хангаласского улуса. У нас тренировки достаточно такие обширные проходят, теоретические занятия, а также мы в тренажерный зал командой ходим. И ледовые тренировки через день по 2 льда у нас. Ну, то есть активно готовимся, хотим хороший результат показать на чемпионате республики по хоккею. И на физику очень мало занятий, в основном тактические упражнения делаем. Розыгрыши большинства, меньшинства. А на Мирнинский лед вышли звезды хоккея. Сотрудники Айхальского комбината провели товарищеские матчи по хоккею вместе с именитыми гостями промышленного поселка. Игра собрала десятки болельщиков, которые в этот день увидели в настоящий профессиональный хоккей. В рамках фестиваля настроения в Айхале состоялись товарищеские игры по хоккею. На льду встретилась команда ветеранов и юниорская сборная. За команду юниоров сыграла звезда советского хоккея Александр Васильев и чемпион России и мира по хоккею Игорь Григоренко. Александр Байков сыграл в команде ветеранов. Игроки взрослой сборной по хоккею в основном любители, не профессионалы. Но на одном льду с легендами российского и советского хоккея играли наравне. Юниорам было чему поучиться у знаменитых хоккеистов. Опыт перенимали во время товарищеской встречи. На последней минуте второго периода юниоры отправляют шайбу в ворота и сравнивают счет 6-6 ничья. Уже после игроки провели серию буллитов после матчевых бросков между командами. В итоге со счетом 10-9 победили ветераны. Обе команды старались, значит, ну что изменилось? Безусловно, команда прибавила, но хоккей командная игра. Благодаря Никите Усову у нас на сегодняшний день появился молодой тренер. Особенно здорово для молодого поколения. Ну и нам не хочется отставать. Игра динамичная, азартная, настоящий хоккей. Спасибо руководству акционерной компании «Алроса», Федерации хоккея России, что организовали такой фестиваль действительно отличного настроения. Уже второй год в Айхале в рамках фестиваля настроения проходят товарищеские игры, открытые уроки и мастер-классы. В прошлом году та же сборная ветеранов померилась силами с легендами хоккея. Однако победила дружба. Советы, которые ветераны получили в прошлом году, применяли на тренировках. Результат заметен. Атмосфера вся та же самая, дружеская, хорошая игра, веселая. Не скажу, подавались или нет. Играли в полную. Поэтому хорошая игра.
Такие товарищеские матчи по хоккею в Айхале проходят не впервые. Так ветераны подают пример спортивного образа жизни, популяризируют спорт и привлекают подрастающее поколение к занятиям спортом. Альбина Шарафединова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.